Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за вторую четверть. Прослушайте текст. Задание первое. Прослушайте текст 2 раза и выполните задание. Определите последовательность событий. Правильный ответ – ответ С. Второй вопрос. Почему дедушка решил рассказать детям о том, как достается хлеб? Мальчики Петя с Ленкой баловались с хлебом, лепили петушков, а потом шариками из хлеба просто шмякали ими об пол. С чего начинаются работы на будущем пшеничном поле? Ответ В. Организуют снежные валки. С какой целью обрабатывают поле после всходов? Чтобы уничтожить сорняки. Пятый вопрос. Зачем пшеницу отправляют на элеватор? Для хранения и перемалывания в муку. Шестой вопрос. Как вы считаете, изменится ли отношение мальчиков к хлебу? Почему? У мальчиков изменится отношение к хлебу, они станут относиться к нему с уважением, так как они сами проследили весь путь хлеба и увидели, с каким трудом он достается. Задание второе. Перескажите текст, включив собственные размышления о профессиях будущего. Используйте перефразы. Вот этот текст вы должны будете пересказать. Задание на чтение. Прочитайте текст и выполните задание. Установите последовательность событий согласно тексту. Первое С, второе А, третье В, четвертое Д. Какой вариант заголовка не подходит к тексту? Ответ А. Жизнь на Марсе. Что мешало Бенджамину посмотреть назад? Это значило для него сдаться, потерять надежду. Какие средства выразительности использует автор в тексте? Приведите 2 примера. Сравнение, как живительный эликсир. Эпитет – огромные могучие деревья. Метафора – костер спрятался в залу. Пятый вопрос. Какова основная мысль данного текста? Человек должен приносить пользу людям, украшать жизнь, быть настойчивым, верить в мечту, трудиться с надеждой идти к цели. Задание на письмо. Прослушайте текст, письменно передайте содержание текста. До свидания, ребята.